Я напомню, что ровно 20 лет назад, в 1996 году, по инициативе первого президента Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева состоялись самые первые игры, в которых, правда, выступало всего 250 спортсменов из 6 стран, и соревновались они всего в 8 видах спорта. Но шло время, число стран-участников и видов спорта постоянно росло, и вот в этом 2016 году на 6 играх уже 35 зарубежных команд. И также команды из 8 регионов Российской Федерации. Соревноваться они будут уже в 22 видах спорта. И что очень важно отметить, почти 4000 юных спортсменов приехали в Якутск. Не правда ли впечатляющие цифры? Дорогие друзья, уважаемые участники соревнований, гости, разрешите мне поприветствовать вас от имени Олимпийского комитета России. О значимости этих соревнований лучше всего говорит тот факт, что «Дети Азии» проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. География игр «Дети Азии» – это 36 стран, начиная с Азербайджана, заканчивая Японией. Впечатляет и программа соревнований. За медали в 22 видах спорта будут бороться более 2500 спортсменов. Очередные игры будут проходить вне нашей страны. Вот также будет загораться в день открытия игр в той же Монголии. 7-е международные игры «Дети Азии» в предстоящем году в Монголии проводиться не будут. Сейчас проходит процедура отмены проведения игр в этой стране. О том, почему такая ситуация сложилась и какова она на сегодняшний день, мы поговорим сегодня с Владимиром Максимовым, генеральным директором Международного комитета игр «Дети Азии». Почему такая ситуация получилась, что произошло и каково состояние на сегодняшний день? Начата процедура отзыва права проведения игр в городе Улан-Батор. В первую очередь это связано с неисполнением монгольской стороной обязательств, которые были приняты в 2016 году. На протяжении всего этого времени в ходе подготовки Международным комитетом не раз отмечались моменты, которые противоречат концепции игр, утвержденной учредителями комитета, в том числе и Республикой Саха-Якутия. Соответственно, на сегодняшний день, учитывая все возможные риски, было принято решение начать данную процедуру, и уведомление монгольской стороне было направлено еще в августе месяце. На сегодня мы ожидаем согласования от учредителей по данному вопросу, но в то же время стоит отметить, что Олимпийский совет Азии, один из 3 учредителей Международного комитета, на сегодня уже согласовал, и мы ожидаем согласия по данному вопросу от 2 остальных, это Олимпийского комитета России и Республики Саха-Якутия. После чего будет уже официально объявлено и направлено уведомление Монголии о том, что мы отзываем права на проведение 7-х игр. На сегодняшний день все вопросы касательно проведения игр в Монголии Международным комитетом приостановлены. В большей степени это связано с вопросами подготовки, начиная от составления спортивной программы, утверждения логистики, мест проведения, ну и всех остальных организационных вопросов. С монгольской стороны были получены какие-то комментарии по поводу неисполнения вот этих принятых обязательств? С чем это может быть связано? На самом деле работа эта велась уже с момента подписания договора на право проведения, с момента завершения 6-х игр. Неоднократно мы посещали и Улан-Батор, и встречались с коллегами с организационного комитета, с руководством страны и с руководством спорта страны. Обсуждали все организационные моменты, где-то они проходили у нас позитивно, где-то стопорились, затем снова продолжалось с момента принятия решения о проведении игр в Монголии. И по сегодняшний день сменилось 5 министров спорта страны. Соответственно, имеется непреемственность. В том числе один из моментов – это, конечно же, подписание расширенного договора по организации проведения, где четко прописано
какие права кому принадлежат, соответственно, что должно быть организовано, в каких рамках должно быть организовано. Соответственно, идет отсылка и на минимальные требования, которые на сегодняшний день также разработаны, в соответствии с какими стандартами все должно быть организовано. То есть сегодня Международным комитетом подготовлен тот пакет документов, который, ну, в принципе, он имеется во всех международных спортивных организациях по защите, в первую очередь, того или иного проекта. Ну, в нашем случае это игры «Дети Азии». Вот, поэтому ну, здесь, исходя из этого, таких аналогичных случаев очень много, и совсем свежие. Это недавно отмененные и перенесенные пляжные, всемирные пляжные игры, которые Ассоциация национальных олимпийских комитетов за 3 месяца до проведения было принято решение об отмене их в США и переносе в другую страну. Как бы. Игры перенесены, они состоялись и состоялись успешно, поэтому это обыденная практика. На сегодняшний день с юридической точки зрения, с точки зрения прописанных правил, сегодня Международный комитет полностью защищает интересы игр и настроен только на то, чтобы их повышать уровень их проведения. Но вот сейчас, когда уже вопрос о том, что игры в Монголии проводиться уже точно не будут, какова дальнейшая судьба 7-х международных игр, как в первую очередь скажется это на подготовке спортсменов в связи с возможным переносом места проведения игр? Ну, одним из, в том числе, поводов для принятия такого решения было и, так скажем, не утверждение, да, с монгольской стороны, не согласование программы соревнований, да, видов спорта, которые у нас прописаны, да, и плюс еще добавочные виды спорта, именно требования по возрастным категориям и так далее. В связи с чем у нас тоже затормозился вопрос с рассылкой этих положений в страны-участницы. Вот. Со своей стороны комитет, конечно, направил проектный вариант для того, чтобы команды формировались и предусматривали. В случае переноса, ну не в случае, а теперь уже игры, если будут перенесены на другую территорию, то надо сказать, что возраст участников, виды спорта, они не будут изменяться. У нас в концепции прописано четко 16 обязательных видов спорта, где бы игры не проводились. 16 видов спорта, входящие в этот перечень, они должны быть включены в программу. Страна-организатор может включить не более 5 своих каких-то видов спорта, предложить. Но учитывая анализ предыдущих игр, это уже на сегодняшний день нами тоже подготовлено, поэтому с коллегами, с которыми мы на сегодняшний день ведем переговоры, это все обсуждается. Поэтому, я думаю, программа игр, она не пострадает. Игры состоятся, и на сегодняшний день очень большая заинтересованность у стран, поэтому я думаю, что здесь должно быть. С кем ведутся переговоры, потому что все-таки время на подготовку уже остается очень мало, и уже какие-то прям конкретные пожелания высказаны принимающими сторонами. Ну, на сегодняшний день у нас переговоры ведутся с кандидатами странами, их всего 3, и во всех этих 3 странах имеется хорошая спортивная инфраструктура. Соответственно, здесь чисто уже организационные моменты, умения команд на местах организовать все это. Ну, Международный комитет, конечно, будет полностью включиться в этот вопрос, потому что на сегодняшний день это тоже для нас такой некий вызов. Поэтому мы вызовы, в принципе, принимаем хорошо. И то же самое доказало игры на Сахалине, когда на территории, где никогда такого не было, были организованы игры, в принципе, неплохо. Поэтому я думаю, что выйдем из этой ситуации. Если не сегодня, то завтра это все равно мы с этим столкнулись. Ну а если говорить о сроках, то когда закончится уже история с монгольской стороной, и когда крайний срок, чтобы объявить страну проведения следующих игр? Я думаю, что в течение ноября эти вопросы все будут закрыты, и ориентировочно в первой декаде декабря будет объявлено новое место проведения.